Если вы хотите работать в команде в Notion, то я собрала для вас максимально подробный гайд. И идите обязательно по тем пунктам, которые вас интересуют под видео. Как всегда, есть тайм-коды, экономьте свое время, открывайте тот момент, который вам непонятен, потому что мы пойдем по увеличению сложности. Начнем от того, как вообще делиться страницей, и закончим какими-то фишками, как настроить совместный доступ больших команд так, чтобы ничего не потерять, как настроить админку, как вообще этим всем управлять кошмаром. А есть у нас много подводных камней. Сейчас я нахожусь на пустой странице Notion. Здесь есть просто заголовок, просто какая-то иконка. Это могла бы быть любая страница. Например, может быть, это пустая, а может быть, это страница, оформленная по пространству пара. Тут личные задачи, рабочие задачи, проекты, области, все что угодно. И я хочу этой страницей поделиться с другими людьми. Я могу им дать разные права доступа, и давайте про них поговорим. Все права доступа выдаются в правом верхнем углу на вкладке Share — поделиться. Мы можем поделиться, пригласив человека на страницу. Здесь нам надо ввести его email и выбрать уровень прав доступа. Но меня в данный момент это не интересует. Я просто хочу, чтобы человек мог посмотреть на страницу, ничего не редактировать, ничего там не изменять. Просто хочу показать ему страницу. Может, это у меня какое-то приглашение, виш-лист, мой личный сайт. Давайте посмотрим на релевантном примере моего личного сайта. У меня здесь оформлен каталог услуг, каталог работ, форма для обратной связи есть, шаблоны, всякие кликабельные ссылки, даже обо мне есть информация. Я хочу вот такой страничкой поделиться с интернетом, чтобы по ссылке эта страница могла открываться. Я иду вот сюда в Share, выбираю вкладку Publish и еще раз нажимаю Publish. Здесь есть много разных мелких настроек. Мы сегодня их не смотрим подробно. Про сайты в Notion я рассказывала в отдельном видео «Сайты в Notion». Но факт в том, что вот у нас появилась ссылка, или вот здесь, и мы можем нажать View Site. Это то, как наш сайт будут видеть люди, с которыми мы поделимся ссылкой. Важно, этот сайт не выдается сейчас никак поисковыми системами. Для этого есть отдельные настройки. Опять-таки, отсылаю вас к видео, которое уже существует. Но вот она. Вы отправляете человеку ссылку, там ваше портфолио, например, и оно видно, все кликабельное, все работает, но человек ничего не может поменять. Он может только просматривать вашу страницу действительно в формате сайта. Если у вас здесь были какие-то окошки, которые можно открывать, это тоже все открывается, все читается. Но когда я ставлю курсор, я не могу ничего изменить, да? Тут мы друг друга поняли. Нам надо было нажать на Share, потом Publish, все. Эту ссылку мы можем скопировать и отправить кому угодно. Или разместить на каком-то своем источнике. Например, эта ссылка у меня размещена под всеми видео на YouTube-канале. Если мы хотим, чтобы этот сайт больше не был публичным, эта страница больше не была доступна, мы опять идем в Share, Publish и делаем Unpublish. Все. И страница больше не будет публичной. Но что делать, если вы хотите именно работать совместно, а не просто с кем-то поделиться ссылкой на страницу? Тогда вам пригодится вкладка Share. Вернемся на нашу пустую страницу. Я нажимаю Share и ввожу тот e-mail человека, любой, с которым хочу поделиться страницей. И теперь я могу выбрать уровень доступа. Какие у нас есть уровни доступа? Я могу выдать полный доступ. Этот доступ достаточно опасный, если у вас хранятся важные материалы на странице. Доступ делает человека таким же полноправным владельцем страницы, как и вы. Самая большая опасность в этом, что человек может удалить вас с этой страницы. Даже если страница лежит в вашем пространстве, он заходит, вас удаляет, вы больше не имеете вообще никак доступа к этой странице, хотя страница продолжает лежать в вашем пространстве, но никак вы к ней не доберетесь, так что будьте осторожны с этим уровнем доступа. Человек, получивший такой доступ, помимо того, что может удалить вас со страницы, он может приглашать других участников на страницу по e-mail, изменения вносить любые на странице, но он может это делать только с информацией, находящейся на странице. Если у вас есть основное пространство за пределами страницы, конечно, он туда уйти не может. Мы сейчас говорим только о настройках доступа на ту страницу, на которой мы сейчас находимся. Если на ней лежит какая-то информация, то к ней есть доступ. Ко всему остальному вашему пространству доступа человек не получает. Есть нюансы, но мы доберемся к ним чуть-чуть позже. Помимо полного доступа, у нас есть доступ может редактировать. Такой доступ доступен только если у вас платный аккаунт Notion. Если аккаунт бесплатный, то вам ничего
не поделать, и придется давать людям полный доступ. Большинство людей просто не знают, что могут кикнуть вас с этого полного доступа, так что тут просто на ваш страх и риск. Конечно, это какая-то ситуация, где вы очень поссорились с человеком, что он так делает, но предупрежден, значит вооружен. Вот может редактировать — это предпочтительный доступ. К сожалению, он доступен только на платных аккаунтах, но это значит, что вы приглашаете человека, он может редактировать информацию на странице, например, переводить задачи в статус «завершено». Он может добавлять информацию на страницу, создавать базы данных на странице, но только в пределах вот этой страницы и пространства, в котором вы дали доступ. И не может давать доступ к странице другим людям, то есть такой безопасный доступ, где человек может что-то удалить на странице, но у нас всегда есть корзина, у нас всегда есть история изменений, и мы можем это оттуда вытащить, поднять, ничего страшного точно не случится. И уже 2 оставшихся уровня доступа, они наименее используемые, но тоже имеют место быть. Может комментировать, когда вы пишете какую-то статью или хотите согласовать какой-то блок текстовой информации. Хороший доступ, у человека есть возможность оставлять комментарии, как в любом Google документе это происходит. И может просматривать. Это очень похоже на то, что мы с вами только что делали пару шагов назад, делали страницу публичной. Только когда страница публичная, с кем бы человек ссылкой не поделился, все люди смогут по этой ссылке зайти и посмотреть. А когда человек приглашен вот так вот по почте, и у него доступ может видеть, то только с этой почты открывается страница, и человек может просматривать данные на странице. Что важно, последний мой тейк про блоки доступов — это то, что если у человека не зарегистрирован аккаунт в Notion, то, приглашая его через почту, вы не получите того, что он может просто зайти и посмотреть. Первое, что он увидит, это необходимость регистрации в Notion. Имейте это в виду, если подключаете сотрудников, и вы, конечно же, будете добавлять их через почту, а не делая страницу публичной, делая из страницы сайт, то прикладывайте всегда инструкцию, как зарегистрироваться в Notion. Это легко, это просто авторизация через любой почтовый аккаунт, через аккаунт, на который вы будете выдавать доступ. Но как такой шаг вежливости, это стоит сделать. Приложить инструкцию, как изменить имя, как поставить аватарку понятную, чтобы было удобно работать в команде. Все это имеет место быть. Если вы делаете страницу публичной через паблиш, то не нужно, чтобы у человека был аккаунт в Notion. Это действительно получается такой сайт, доступный по ссылке. Но как только мы говорим о такой выдаче доступа на почту, то мы говорим о необходимости регистрации аккаунта в Notion. Это обязательный шаг, его никак не пропустить. С базовыми настройками разобрались. Мы, например, выдаем доступ «Может редактировать» и нажимаем «Invite». Каждый раз после нажатия «Пригласить» у вас будет выскакивать плашка, которая предлагает вам апгрейднуть этого гостя до участника. У нас есть guests, гости, и есть members, участники. И здесь выскакивает сразу плашка, и есть 2 пути. Это или пропустить, или апгрейднуть до участника. Вот сюда никогда не нажимайте, всегда нажимайте «Пропустить». Если вы апгрейдите человека до участника вашего рабочего пространства, то у вас ограничится количество блоков в Notion, а блок — это 1 абзац информации, которые могут быть добавлены в ваш Notion. Так у вас безлимит. На бесплатном тарифе безлимит блоков вы можете делать бесконечно большое пространство. Но как только вы добавляете хотя бы 1 участника, а это дает просто расширенный контроль над участником, я уверяю, вам оно не надо. Очень подробно про гостей и участников рассказывала в видео «Гости и участники», но здесь мы тоже затронем эту тему. Так вот, как только вы увеличиваете уровень доступа до участника, у вас ограничивается количество контента, который вы можете хранить в своем бесплатном Notion. Вам придется, там очень мало, там 1000 блоков. 1000 блоков — это 1000 абзацев. Посчитайте, что это буквально несколько страниц, и у вас закончится место в Notion. И Notion скажет: а теперь, чтобы вы добавили какую-то еще информацию, вам надо заплатить. И это $12 ежемесячно, плюс $12 за каждого участника. Если вы вместе с одним хотя бы человеком в участниках, то это уже $24 в месяц. При этом на бесплатном тарифе мы можем добавлять достаточно большое количество гостей в Notion. То есть если у вас команда до 20 человек, вы точно можете спокойно работать в Notion командой до 20 человек на бесплатном тарифе. Вы абсолютно прекрасно туда влазите, просто добавляйте этих людей гостями. Это никак вам не помешает выдавать им нужные доступы, никак вам не помешает их контролировать. В конце видео мы поговорим о том,
как осуществлять контроль над всеми вашими рабочими аккаунтами людей, которых вы пригласили именно с возможностью редактировать вашу страницу. Поэтому на этом шаге мы всегда выбираем Skip for Now и экономим этим себе достаточно много денег ежемесячно. Нажимаю Skip for Now. Теперь я здесь вижу, что на этой странице есть я. Это тут даже в скобках помечено, что это я, и у меня полный доступ к странице. И вот аккаунт второй мой, которого я пригласила как гостя, и у этого аккаунта права может редактировать. Я смогу потом эти права развернуть, изменить уровень прав, например, вообще удалить отсюда человека. Я увижу всех людей, у которых есть доступ к этой странице. Что происходит на этой странице? На этой странице я теперь могу помещать все, что угодно, и вот у Маши, которая гость, будет доступ ко всему, что я здесь помещу. Например, я могу здесь писать текст, или я могу создать здесь базу данных, в базе данных писать задачи, ставить у задач какой-то статус. Например, подготовить контент-план, статус не начато, и теперь, если я добавлю свойство person, то в ответственный я могу назначать или себя, или Машу, которая гостья. Я добавила, ей придет уведомление. Уведомление ей придет об этом в боковое меню, сюда, в inbox, что ее где-то назначили ответственной. Можем посмотреть, как это выглядит со стороны вот этого гостя Маши, которую мы добавили. Во-первых, человеку, который получил доступ к этой странице, на почту придет письмо. Вам предоставлен был доступ на страницу права доступа. И я могу здесь принять это приглашение и увидеть страницу уже глазами человека, с которым я поделилась. Вот у него эта страница, и он может все что угодно изменять, добавлять статусу задач, писать какой-то текст, добавлять новые базы данных, копировать, дублировать, удалять в том числе. Он не может только удалить меня отсюда. Вот и все. И вроде на этом моменте все как будто бы должно стать понятно. Окей, мы можем добавлять людей, приглашать их на страницу, делать страницу публичной, можем выдавать доступ с разным уровнем прав, с разными возможностями. Так почему же это заслуживает отдельного видео? Потому что, когда у нас страница не такая простая, как просто страница, и тут все находится, вся информация здесь собрана, а что-то сложнее, начинаются проблемы. И давайте теперь углубимся в эти проблемы и поговорим, как и где они могут возникнуть. Рассмотрим такой кейс. У вас есть страница менеджера. Вы с этой страницей управляете вашими задачами и задачами ваших сотрудников. Есть задачи на сегодня, неначатые задачи, закрытые, все задачи. У вас есть разные свойства. Например, у вас есть приоритет у задачи, статус, название задачи, дедлайн и исполнитель. Это страница, с которой менеджер смотрит, просматривает задачи всех сотрудников. И есть личные кабинеты сотрудников. Личный кабинет Маши и Димы. И у Маши есть вставка с задачами, и у Димы есть вставка с задачами. Можем посмотреть вообще, как выглядят эти личные кабинеты. В кабинетах может быть все, что угодно. Самое главное, что здесь есть, это задачи. Могут быть проекты, могут быть области, какие-то ресурсы, еще что-то. Это очень все тестово. Я вам показываю болванку как пример того, как это все может выглядеть. За болванку я взяла личное пространство по методологии пара. Мы с вами его вместе создавали на мастер-классе. Оставляю ссылку. Можно себе такое создать, а потом еще и адаптировать на рабочий лад и сотрудников туда подключить. Так вот, есть страница менеджера. Возвращаемся к правам доступа нашим. И здесь я могу назначать задачи на людей. Например, я добавляю задачу, могу выбрать ее приоритет, статус, название задачи «делать дело» какое-то, дедлайн выбираю и вставляю исполнителя, например, исполнитель у меня Маша. И назначу задачу для Димы опять сделать важное дело, приоритет выставлю, и исполнитель у меня будет не Маша, а Дима. И вы видите, что у меня разгруппировалось сразу задачи по Маше, задачи по Диме, задачи по какому угодно количеству людей, сколько у вас сотрудников, столько так может быть. Вы будете видеть все их задачи на сегодня, потому что это такая вкладка, здесь стоят такие фильтры. Но нам же надо добиться, чтобы задачи, которые вы выбили здесь, выбились у людей в их личных кабинетах. Мы заходим к Маше, у нее тут отображаются все задачи, и ее задача, и Димина задача. Но такого нам не надо, поэтому мы просто возьмем, поставим фильтр, чтобы здесь по фильтру, по исполнителю отображались только Машины задачи. Теперь Маша в задачах видит только свои задачи, и все. То же самое мы настроим у Димы. Но в чем загвоздка? Я сейчас возьму и выдам Маше к этой странице доступ так, как мы с вами учились. Сделаю share, потом добавлю сюда ее почту, выберу, например, полный доступ, предположим, что я на бесплатном тарифе, и нажму invite.
у Маши есть полный доступ к этой странице, и вроде бы она должна все это увидеть. Самое главное, у нас задача, чтобы она увидела свои задачи. По идее, у Маши сейчас есть доступ к этому пространству, к ее личному кабинету с задачами. Давайте проверим, как она видит это пространство. Я просто зайду под ее почтой в это пространство и посмотрим, что она видит. А Маша видит эту страницу вот таким образом. Она видит проекты области ресурса, но задачи написано, что у нее нет доступа к задачам, просто видно название вкладки. Все, ничего здесь сделать нельзя. Здесь можно запросить доступ, но и все на этом. Почему так произошло и что к этому привело, что произошло именно так? Давайте разбираться. Я возвращаюсь в свой аккаунт, на свою страницу. На своей менеджерской странице я нахожусь, я вижу эти задачи, я вижу, что у Маши, по идее, должно быть все видно. Но что же происходит? А происходит то, что у нас у базы данных есть корень и есть ярлык. И когда мы одну и ту же базу данных используем в разных местах, как, например, здесь, что мы сделали на моменте конструирования, как это происходило? Мы создали новый личный кабинет, завели новую страничку, назвали каким-то именем Катя. И вывели сюда и задачи. Как мы их выводили? У нас изначально все задачи, вот они у менеджера лежат. Это их корень. Мы взяли, нажали 3 точки, выбрали copy link to задачи сегодня. Вывели это Кате в кабинет. Я ухожу в Кате в кабинет, делаю Command-V, Link Database View. У меня показывается задача на сегодня. Я беру и ставлю фильтр, чтобы исполнитель здесь была только Катя. У меня сейчас такого исполнителя нет, но если бы у меня была какая-то задача, где была Катя, окей, я ставлю фильтр, исполнитель Катя, и здесь показываются только задачи Кати. Получается, я как бы вывела сюда ярлык, разворачивала на полный экран. Это все та же одна база данных, в этом красота Notion, и это стоит понять для того, чтобы дальше что-то конструировать или чем-то управлять, что вот сейчас я отсюда могу добавить новую задачу «Привет», и я увижу ее на странице менеджера по Катиным задачам. Вот она, «Привет». Или отсюда добавить задачу «Катин», «Пока». И у Кати в кабинете, соответственно, я увижу эту задачу, которая будет называться «Пока». Хорошо. И что же тогда получается? Здесь у нас корень, вот здесь лежит корень, страница менеджера, а в кабинетах сотрудников у нас ярлыки. Но как мне это узнать? Откуда я это вообще узнала? Если я конструировала, то я это знаю и так. Это я только что сделала. Я изначально проектировала для себя базу данных с задачами, а потом для людей. А вдруг я зашла в пространство, которое уже существует, которое до меня создали, возможно, я использую шаблон. Я вообще не понимаю, что тут происходит, где тут корень, а где не корень. У нас есть один очень отличительный элемент. Запомните его. И везде, где будете его видеть, вы будете знать, что это не корень, это ярлык. Зайду обратно к Кате, я могу нажать на 3 точки, здесь выбрать Layout и выбрать галочку Show Database Title, показать название базы данных. И если у меня у базы данных в названии, вот оно здесь появляется, смотрите, скрываю и открываю. Название здесь появилось. Если у меня у базы данных вот здесь такая боковая стрелка стоит, все, это не корень. Мне надо как-то найти корень. Если боковая стрелка есть, доступ не наследуется к ярлыкам. Давайте сравню это с таким примером. Есть компьютерная игра. Если вы хотя бы мои ровесники, а я вижу по статистике канала, что это так, то раньше мы компьютерные игры вставляли только на дисках. И они работали, когда диск стоит в дисководе. При этом могли быть ярлыки на рабочем столе, да? Если диск стоит в дисководе, и вы нажимаете на этот ярлык, игра открывается. Если диск в дисководе не стоит, то вы ярлык все еще видите. Вы видите, что он существует, вы нажимаете на него, но вам выдается ошибка, игра не открывается. То же самое можно сказать про базы данных Notion. Если права доступа даны к этому диску в дисководе, тогда вы откроете свою игру. Если права доступа не выданы к диску в дисководе, то тогда вы просто нажимаете на пустой ярлык и ничего не видите. И нам надо узнать, где этот дисковод, где этот диск, как его найти, к чему нам надо дать доступ, и как это потом вместе все сработает. Я понимаю, что это сложно. Здесь поможет, во-первых, посмотреть это видео до конца, во-вторых, самостоятельно попробовать с разных аккаунтов потестировать, как это выглядит. Буквально одна такая настройка, и я уверена, что у вас все залетает, там иногда будут какие-то косяки. Давайте смотреть, как найти, если мы, предположим, не знаем, вот эту нашу базовую базу данных, ее корень, где ее найти. Чтобы ее найти, я разверну
искательного кабинета вот эту базу данных задачи с ярлычком, с такой стрелкой боковой на полный вид. Вот оно. 2 стрелки по бокам разворачивают мне базу данных на полный вид. Сейчас она просто встроена в страницу. Разворачиваю. Вижу, что здесь написано View of задачи, то есть какое-то отображение задач. Это не корневые задачи. И теперь я навожу на вот это вот название с ярлыком, сюда нажимаю и попадаю в корневую базу данных. Это то, что у меня диск в дисководе. Это то, к чему у человека должен быть доступ, если мы хотим, чтобы он просматривал все свои задачи, чтобы у нас было какое-то централизированное управление задачами в разных кабинетах, и при этом, чтобы все люди у себя на странице их видели. Получается, сюда обязательно должен быть доступ. Но в чем проблема? Прямо сейчас я ее вижу. Если у вас не прозрачная какая-то структура управления, вы не хотите, чтобы люди видели задачи друг друга, то дав сюда дополнительно человеку доступ, что происходит? Даем доступ Ola Smile, Full Access Invite, и также Ola Smile приглашаем в его личный кабинет, Дима. Мы даем доступ на страницу Share, добавляем человека, добавляем ему уровень доступа. Как это видит человек у себя? Во-первых, письмо на почту пришло. Во-вторых, у него есть свой личный аккаунт, который он зарегистрировал при регистрации в Notion. И видно, что есть доступ к моему аккаунту. Мой аккаунт называется Маша, у вас с каким-то названием рабочей компании. Я сюда перехожу и вижу все страницы с аккаунта Маша, которые с этим аккаунтом расшарены. И вот был личный кабинет Дима. Он здесь теперь видит свои задачи. И он видит вот эту вкладку «Задачи». Да? То есть полностью все данные. Полностью все данные из этой базы данных он может просматривать, потому что она у него тоже появляется в боковом меню вместе с личным кабинетом. Проблемка. Это слабая сторона Notion. Как же ее обойти? Как же ее решить? Какие у вас есть вариантики? Напишите в комментариях, не сошли вы еще с ума. У меня чуть что не гиковские навыки, у меня сертификация Notion именно по вопросам общего доступа и работы команд в Notion, потому что это действительно огромная тема, по которой стоит получить сертификацию. И стоит сдать огромный экзамен с 5-го раза. Так что это сложная тема, я вас понимаю. Приходите на консультацию, если не разберетесь. Страница менеджера. Я ухожу обратно сюда. Ухожу с Диминого пространства, иду в свое и настраиваю так, чтобы, когда я дала доступ моему сотруднику Диме, он видел только свои задачи, а когда переходит вот на эти задачи, он бы не видел ничего или все еще только свое. Как нам это сделать? Если вы рассматривали экран, то у меня здесь есть на самом деле несколько блоков. Есть задачи всех сотрудников, есть блок личные кабинеты сотрудников и есть как-то очень коряво названный блок базы данных. Мы вот эту вот нашу базу данных, которая у нас без боковой черточки, смотрите, layout, show database title, и это просто задачи. Это наш диск в дисководе. Мы берем и эту базу данных сделаем нулевой. 6 точек нажимаем, turn into database page. Мы видим, что это теперь отдельная страничка. Переносим это в базы данных. Вот они, задачи. Я открываю, копирую вид, copy link to задачи на сегодня, страница менеджера, перехожу и в задачах всех сотрудников вставляю именно решение с ярлыком Command-V или Ctrl-V. Link Database View. Вижу здесь все задачи на сегодня с боковой чертой в названии, значит, у меня это тоже ярлык. Несмотря на то, что это ярлык, это ничего не меняет. Я все так же могу добавить задачи там Маши, много точек, например, и из кабинета Маши будет видно, что у нее есть задача много точек. То же самое Маша может делать, давать там задачу какую-то. И я буду видеть, что она сама себе поставила задачу со своей главной страницы. Вот. При этом мне надо что-то сделать вот с этой корневой штукой, к которым я всем обязана выдать доступ, чтобы они видели свои задачи. Но я не хочу, чтобы они видели задачи других людей. Я отсюда просто удаляю все ненужные виды. Я их вообще здесь, по идее, изначально не должна была настраивать. Я оставляю здесь один вид, могу его переназвать, дать просто никакого названия ему не давать, потом поставить фильтр и выбрать, что, например, название задачи is empty. То есть я здесь поставлю фильтр, удалю пустую задачу, сохраню обязательно, если я работаю вместе, совместно с кем-то в пространстве, я всегда при установке фильтров нажимаю Save for Everyone, чтобы у всех этот фильтр отобразился. Нажму вот так. Все, у меня вот так выглядит корневая база данных.
В ней есть данные. Если я очень умный, прошаренный сотрудник, я смогу все равно со своим уровнем доступа к Edit или Full Access, я все равно смогу сюда снять этот фильтр. Единственное, что еще для безопасности мы можем вообще заблокировать эту базу данных. И что происходит? Что происходит теперь с Диминой точки зрения? С человека, моего сотрудника. У него есть доступ к своим задачам. Я перешла сейчас в его пространство, да, он видит задачи на сегодня. Он может их добавить, он может что-то удалить, что-то изменить. При этом у него все так же есть доступ к этому диску в дисководе задачи, но когда он сюда переходит, он видит только ничего. Он не видит задач других сотрудников. Он вообще просто эту страницу не трогает, она у него спокойно где-то лежит в самом низу, он пользуется своим личным кабинетом и больше ничем не пользуется. Вот такая штука с настройкой общего доступа, когда мы работаем в командах, это действительно может сильно запутать. И если у вас несколько человек, вы давали всем разный доступ, вы можете прийти к тому, что вы просто в шоке с того, кому вы что надавали и где это что находится и что вообще происходит. У нас есть 2 контрольных пункта, где мы можем это контролировать. Во-первых, возвращаясь в свое пространство. Я вас сегодня попутала, что поделать? Поплутали мы по пространствам. Я возвращаюсь в свое на страничку менеджера. Да? У меня здесь все, мы с вами, понятно, настроили. Мы храним базы данных отдельно выводим вид для менеджера, где у нас стоит фильтр, который нам надо. Вот здесь дедлайн сегодня, сортировка по приоритету, и исполнители у нас здесь все отображаются, они у нас вот так группируются по исполнителям, мы можем выводить, сколько задач у каждого исполнителя. Это сделано с помощью 3 точек, групп, и тут вот по исполнителю. Я могу удалить группировку, и тогда я буду видеть просто задачи всех на сегодня. По исполнителям могу, например, поставить сортировку, чтобы у меня хотя бы исполнители друг рядом с другом отображались. Получится так, вот так, по порядку. Так я могу немножко причесать. Если у меня еще есть база данных, это могут быть проекты отдельно, это может быть еще что-то, ресурсы какие-то. Я то же самое их располагаю именно в базах данных. Вот так делаю фильтр, чтобы в базе данных не отображалось ничего. Все, выдаю к ним доступ сразу скопом. Я могу назвать даже целую страницу, чтобы не выдавать каждой страничке отдельно. Например, у нас работает отдел сразу. Маша, Дима, Катя, у них одинаковый уровень доступа. Им всем нужен доступ к задачам. У меня тут будет еще одна база данных, которая будет называться, предположим, проекты. И чтобы не давать каждому такой страничке отдельный доступ, то есть я буду зайти в задачи, share, выдать Маше, Диме, Кате, зайти обратно, зайти в проекты, выдать Маше, Диме, Кате. Я могу создать общую страницу, которая будет называться база данных. То есть у меня здесь лежат все корни. Переместить сюда все эти странички, задачи, проекты. Это корни, это мои диски. И сразу дать доступ вот на такую страницу. Базы данных отдела логистики, share, добавляю сюда Машу, Катю, Диму, и у них сразу ко всему есть доступ, потому что доступ дается ко всему, что есть на странице. Если это корень, то сразу к корню. Если это ярлык, то надо отдельно выдавать доступ к корню. Это первый пункт, как я могу это контролировать. База данных отдела логистики. Это у меня страница менеджера. Второй пункт, как я могу контролировать, я создаю табличку. Давайте с вами самую простую создадим. Это будет табличка с доступами. И доступы такие. К каким страницам кому выдан. Каким страницам? Если у нас вот так вот не лежит, если вы тут запутались очень сильно, я превращу это обратно в страницы, то надо выдавать к страницам задачи. Я просто упоминаю здесь эту базу данных. К странице проекты. Смотрю, что у меня здесь есть еще личные кабинеты. Маша, например, личный кабинет есть. Выбираю кому. Сюда могу ввести почту, кому я выдал этот доступ. Сюда я могу пометить, выдан или не выдан. Это какая-то примитивная таблица. Если пойти дальше и усложниться от таблицы, то я могу создать базу данных, и это будет намного удобнее. Это у нас Database Inline. Здесь просто выбирать, в названии вводить кто, например, Маша Беганская. Какой у него уровень доступа? Например, у меня уровень доступа будет селектом, да, и у нее доступ сотрудник. Каким страницам? Опять я могу сделать просто текст, не буду переименовывать, каким страницам через собаку вывожу, каким страницам у нее выдан доступ. Тут будет видно, каким страницам у нее выдан доступ, кто это, там ее почту добавить и так далее. А отдельно по уровням доступа сотрудник, менеджер, фрилансер. Для этого мы просто пропишем отдельно мануал, кому, к чему мы выдаем доступ. И, пожалуйста, если вы у кого-то запрашиваете разработку, это точно то, что вам следует сделать вместе с человеком, который вам делает разработку Notion для команды, прописать такой мануал,
чтобы людям или вам, если вы дальше планируете управлять Notion, было понятно, кому и куда мы выдаем доступ. Это значительно упростит работу, это поможет избежать многих косяков. Это один из вариантов, как мы можем упростить вот такое управление доступами, да. Смотреть прямо на страницу менеджера, вкладываем, кому, куда выдан, не выдан, как, когда забирать, какие протоколы, какую-то документацию сложить. По-разному это может выглядеть. Если мы в целом хотим сделать какой-то чекаут своего пространства, то мы идем в 3 точки, Settings, и здесь у нас есть Sites. Здесь мы можем посмотреть все страницы, которые у нас сделаны публичными, видим свой домен. Если мы хотим посмотреть, где у кого какой доступ к каким страницам, нам понадобится не сайт, нам понадобится People, у меня здесь есть гости вкладка, и гости видно, кому, каким почтам, на какие страницы выдан доступ. Мы можем сразу целого гостя отсюда через 3 точки Remove from Workspace. Если человек уходит, можем забрать у него доступ сразу ко всем страницам, которым выдавали. Но будьте внимательны, потому что, да, тут написано 3 страницы, но страницы могут быть подстраницы, они могут содержать какую-то еще информацию. Это 3 основные страницы, к которым выдан доступ. Это не точная информация, которая вам дает полное представление и понимание картины в целом. Поэтому здесь внимательно. Лучше все-таки, если вы планируете долгосрочно работать с командой в Notion, создавать вот такие таблицы любые, где вы себе помечаете, кому, куда, когда и по каким протоколам вы выдаете доступ. Если это не важно, вы не боитесь какой-то утечки, вообще пофиг на это, пропускайте этот шаг тогда. Такая вот запутанная вещь получилась. Я надеюсь, что я этим видео вам дала представление, понимание вообще в целом о том, как мы работаем командами, как мы выдаем доступы, немножечко развеяла завесу тайны. Я понимаю, что в каждом конкретном кейсе надо сидеть, разбираться и копаться. Это не так сложно, как может показаться. Давайте я на середину перееду. Вот мой пример с дисководом, мне кажется, это красиво. Мой пример с дисководом — это главное, что надо понимать, что у нас есть где-то корни и есть ярлыки. Эти ярлыки не являются самостоятельными базами данных, и нам надо давать доступ именно в корень. Это краткий подыток того, что я рассказывала сегодня. Если вы заинжоились на этом видео, получили удовольствие и какое-то это немножечко садомаза получилось, то напишите комментарий. Если было что-то непонятно, тоже пишите комментарии. Приходите в наш прекрасный телеграм-чат и телеграм-канал, где всегда можно пообщаться, поотвечать друг другу на вопросы. А мои ответы тоже получить быстрее, чем на Ютубе и с записями экрана. Так что телеграм-канал я вас очень сильно приглашаю. Там классненько по настроению туда что-то пишу. Приходите в комментарии, подписывайтесь на канал, много есть еще полезных видео. Возможно, какие-то темы вы хотите подсветить. Ссылка на мой сайт, который мы рассматривали в начале видео, в комментариях, так же, как и ссылка на пространство пара, на мастер-классы, на бусти. Короче, все есть. А с вами увидимся на следующей неделе, на этом же месте. На следующей неделе на этом же месте. С вами, как всегда, была я, Маша. На этом канале мы создаем свою идеальную цифровую инфраструктуру Notion и не только, но в основном. Я вас всех целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.